Сегодня мы присутствуем на заключительном собрании в уходящем 2020 году. И по сложившейся традиции мы подводим краткие итоги нашей совместной деятельности. Конечно же, приходится констатировать, что в этом году в активе Совета ТЭИФов много меньше поводов, которыми мы могли бы быть довольны. Вместе с тем, нельзя не отметить, что условия, в которых в последние несколько лет приходится действовать нашему общественному движению, напоминают некую блокаду региональной властью, которая тратит для ликвидации и подавления народной активности немалые по меркам республики средства. В таких условиях сам факт нашего существования, нашей непрекращающейся деятельности является заслуживающим признанием. И перебирая этот годовой багаж, хотелось бы особо отметить о той посильной помощи, материальной поддержки, которую оказывают арестованным по так называемому митинговому делу наше сообщество. Не осталось практически ни одного ТЭПа, который бы не внес свою лепту через своих представителей в нашем общественном движении. А эти средства в определенной мере идут и на оплату работы защитников в суде, хотя в большинстве своем все адвокаты, представляющие интересы арестованных гражданских активистов, действуют не рассчитывая на гонорары. Тем самым общественность не только нашей республики, но и всей остальной части нашей страны, а также и зарубежья, видит беспрецедентное течение следственных и судебных процессов, в которых дела, по мнению многих экспертов, являются сфабрикованными. Параллельно с этим мы участвуем в разрешении многих житейских вопросов, с которыми к нам обращаются жители нашей республики или соотечественники, находящиеся за пределами. При всей очевидной ограниченности наших возможностей мы не остаемся в стороне от случаев, когда попавшие в спорную ситуацию стороны желают знать мнение Совета ТЭИФов по возникшему вопросу. Где советом, а где и делом оказываем содействие в урегулировании общественных ситуаций, и при этом во многих случаях мы находим союзников и единомышленников среди духовенства республики, представителей властных органов и других слоев нашего общества, что является отличным показателем нашей коммуникабельности. К сожалению, при этом мы не находим в должной степени желания местной власти привлекать общественный опыт на благо всех жителей республики и готовности взаимодействовать там, где Совет ТЭИФов может оказывать существенную помощь в реализации социальных проектов или других начинаний. В этом случае федеральные органы власти более отзывчивы и всегда готовы поддержать общественную инициативу. Но проблема в том, что принятые во внимание вопросы общественников по нисходящие возвращаются в региональные органы, где обычно и замалчивается в большинстве случаев. Так, в ноябре текущего года вступил в силу указ президента Российской Федерации от 13 ноября номер 701 о создании общероссийской общественно-государственной организации Ассамблея народов России. И Совет ТЭИФов Республики Ингушетия поддержали обращение соотечественников на имя руководителя Федерального агентства по делам национальностей господина Баринова с просьбой рассмотреть в состав региональной группы организации кандидатуру общественного деятеля. В ответном письме из Федерального управления от 20 ноября 2020 года за номером 5190 говорится, что обращение принято к рассмотрению и направлено в правительство Республики Ингушетия. Конечно, включение в региональную рабочую группу общественно-государственной организации делегированного представителя в рамках привлечения институтов гражданского общества к решению гармонизации межнациональных, межэтнических отношений, профилактики экстремизма и предупреждения конфликтов на межнациональной почве, это все цитата из указа соответствующего. Поэтому все эти графы, вопросы, которыми будет заниматься данная общественная государственная организация, безусловно, будут способствовать нормальной и плодотворной работе этой организации. Но республиканское министерство по внешним связям национальной политики, печати информации в лице его руководителя Волкова пока ограничилось сообщением о принятии к сведению. Ну, поживем, как говорится, увидим.
Еще одно мероприятие, которым хочется отметить и этот уходящий год, безусловно, съезд ТЭКов, представителей общества Ингушетии. Мы все помним, какие препоны чинили местные чиновники, владеющие административными рычагами и возможностью манипулировать силовыми структурами, чтобы помешать проведению съезда, чтобы не допустить его. Все наши обращения и письма с просьбами о предоставлении помещения хотя бы какого-нибудь сельского клуба остались без ответов. Просто замалчивались. Это прямое нарушение. Это нарушение статьи «Право на ответ». Но в это же время, после завершения съезда, многие из числа нерешительных чиновников признавались, что боялись зря. А все потому, что общественность еще раз доказала свою гражданскую зрелость и способность организованно проводить мероприятия любого уровня. Итоговым документом съезда 9 ноября 2019 года стала резолюция, за которую по каждому пункту в отдельности единогласно проголосовали все участники форума. Текст этого документа, подкрепленный подписями участников, мы в соответствии с общим решением разослали во многие государственные, гражданские и общественные инстанции, независимо от их территориальной, национальной или иной принадлежности, в том числе и зарубежной. Народу Ингушетии пришлось таким образом отреагировать на происходящие события, в которых единицы пытались принимать непопулярные решения за всех людей, не ставя при этом никого в известность. Но общественность отреагировала должным образом. Это и есть тот самый глас народа, его слово, которое найдет свое отражение в перспективе. Вот в этом небольшом книжном издании саккумулированы все доклады и выступления, и протоколы того мероприятия. У каждого из нас они есть. И здесь, если будет необходимость, мы можем обновлять те требования, которые мы закрепили в резолюции, которые обосновали и указали, что данные 5 пунктов необходимы, они являются для нас актуальными и они являются необходимыми до конкретного окончательного решения этих вопросов. Есть предложение по этому поводу, чтобы каждый раз, как выходит на наш сайт, выпускается ролик, чтобы один из пунктов этого съезда всегда печатался. Ну, здесь они указаны. Не ссылались, они просто печатают все время. Как напоминание. Сегодня находятся некоторые желающие раздувать угли, приводя в качестве своих аргументов какие-то карты или документы, привязанные к определенному историческому периоду. Мы помним, да? 34, 57, кого-то устраивает 34, кого-то 57 год. Нас устраивает любой исторический период, учитывая, с какими территориями мы стали единой частью Российской империи. Протянули руку, так сказать, чтобы был свободный проезд по Даряйскому ущелью в Тифлис. Нас устраивает исполнение конституционных норм, нас устраивает реализация всех законов, в том числе и территориальных, особенно территориальных, да, которые на недавней нашей памяти все являются свидетелями того, что эти документы есть и они не реализуются. Нас устраивает. Однако нас не устраивает, как относятся и к реализации этих документов те же, кто уполномочен и кто является продолжателем дела и занимаемой должности тех, кто подписывал до него эти документы. Под этими документами стоят высших лиц государства российского. Поэтому не надо брать отдельные какие-то фрагменты, надо брать все единое целое и опираться на конкретные исторические и другие данные. Поэтому к историческому периоду, когда предшественники сегодняшних устроителей границ, в кавычках, были обласканы властителем из числа их соотечественников, это середина 20 века. Другие же, имея под ружьем десятки тысяч единиц личного состава, пользуются предоставленными им преференциями в наши дни.
Все это дает возможность нашим недоброжелателям сеять семена раздора и вражды на годы вперед. Именно во избежание включения обратного отчета в такой, что называется, мини-замедленного действия, и возникла протестная сплоченность народа и ингушетии. И одной из задач в наступающем 2021 году считаю необходимостью хладнокровно продолжать методичную работу по транслированию этой нашей позиции широкой общественности. Да поможет нам Всевышний на пути к торжеству справедливости.